Готовимся к трансляции. Бихулеживаем. Так, для такого стрима я вот решил одеть даже кофту, толстовку с нашим великим предком, с Чингисханом. Потому что удивительные, конечно, сейчас вещи происходят в мире. Об этом сейчас и поговорим. И я жду, в общем, когда вы зайдете в эфир. Потому что, как пел один певец, по-моему, не русский, кстати, да? Билан. Он же Белан, по-моему, у него фамилия-то. И не Дима, а как-то какое-то другое имя, короче. То ли Руслан, то ли что такое. Такие дела. За! Худут. Подключаемся. Сегодня интересная достаточно тема для стрима. Жаль, что получается в Бурятии, так как она еще находится в оккупации до сих пор, невозможно смотреть YouTube. Я так понимаю, большинство, видимо, так VPN и не может никак освоить, установить этот VPN и смотреть и продолжать YouTube. Ну что ж поделаешь. Буду как-то... Да, честно говоря, хрен знает, где еще выкладывать видео. Все равно это надо там... Они же будут блокировать все наши ресурсы. Ну, для оставшихся, так скажем. Для тех, кто умеет включать VPN. Ну, это, судя по всему, более молодое поколение. Ну, в общем, так. Как-то так. Кто с VPN на ты. Зану худут. Уркты, стрим харкты. Лайки-то викты, подписка ты, комментарий бышекты. Стрим, главное, харкты. Какую-то необычайную активность внезапно приобрел мой телеграм-канал. Раньше там, ну, как сказать, ничего от него я какой-то там активности никогда не видел и не ожидал. И в последнее время почему-то там что-то как прорвало. Пришлось даже там правила устанавливать какие-то, еще что-то. Ну, то есть то, что я вообще не планировал делать. Да и, в общем-то, в принципе, я его вообще не планировал даже заводить, этот телеграм-канал. В принципе, это неинтересно было. Ну, писали тут просто комментарии, заведите телеграм-канал, как будто это все так удобно. У меня такое подозрение, что это какие-то конторские писали. Такие вот дела. Ладно, ну худут. Надеюсь, много подключилось Мане Буриадут. Если такие, напишите в комментариях. И начнем, наверное, потихонечку нашу сегодняшнюю беседу, диалог или монолог. Ну, надеюсь, скорее это диалог все-таки. Потому что как раз сейчас я вот до этого посмотрел Савромата, его мнение, и самого, и у меня самого тоже, конечно, в последнее время много вопросов возникло к тому, что происходит вообще в целом в футболке Чингисхан. Ну, конечно, потому что сегодня будет у нас очень интересная тема, поэтому я и одел. Это не футболка, это кофта, толстовка. Очень интересная тема для разговора, для беседы. Ну, это, конечно, заявление Трампа о возвращении, ой, как возвращение это получается, то ли покупка, то ли аннексия, то ли я еще не знаю, как это все назвать, но, в общем, Трамп решил, видимо, ну, на словах, по крайней мере, вернуть в родную гавань Панамский канал, что там еще, Гренландию и Канаду, да, еще. То есть нежданно-негаданно вдруг Канаду захотелось. То есть как бы
В принципе, это зачем, непонятно, но когда такие вещи происходят, и когда до этого Рашка развязала агрессивную войну, и когда, ну, получается, по всему миру пошли вот эти вот ощутимые трещины, получается, действительно, прежний миропорядок разрушается. И самое главное, да, как это все отразится на нас, на наших республиках, на наших народах. И почему я вообще стрим назвал «Возвращение бурятских земель», потому что, смотрите, когда речь идет о освобождении от оккупации, мы как-то наши спорные территории всей этнической Бурятии, как-то мы э, даже не знаем, как все это обсуждать. То есть, ну, есть, получается, вся наша территория Иркутской области, по большому счету до Красноярского края, Забайкальский край, понятное дело. То есть вся это на самом деле бывшая этническая Бурятия, часть, конечно, Монголии, да, на самом-то деле. Ну и мы как в составе единого государства. И когда было некое мировое соглашение о том, что все есть вот незыблемость границ, никто не имеет права никуда вторгаться военным путем, никто не имеет права аннексировать чужую территорию и так далее. Все это закреплено во всех мировых, как сказать, организациях, которые соблюдают, как сказать, миропорядок, да, то это, конечно, не обсуждалось. И мы тоже в такой ситуации даже как бы и не знали, что делать, да. Ну, имеется в виду в тот момент, когда мы начнем обретать независимость, как нам быть с нашими, как бы сказать, изъятыми территориями, как их, что вообще быть. И в свете последних событий, в свете того, что, получается, Рашка сама нарушает те законы, которые, те слова, те утверждения, которые она сама когда-то провозглашала, и самое главное, получается, Трамп сейчас позволяет себе шкатулку открыл, будет передел границ. Ну да, да, вот я про это и говорю, что Трамп, когда позволяет себе такие высказывания про то, что а давайте-ка Канаду, да, давайте-ка. На кой черт им Канада сдалась, я не понимаю. Ну, может, это просто прикол какой-то, не знаю. Ну, хотя, знаете, вот президент самой сильной страны в мире все равно, наверное, должен как-то думать, прежде чем что-то говорить, да? Может быть, он, конечно, реально такой, этот, знаете, стендапер там 80-го левела там, и все такое, но тем не менее, все-таки президент. И когда мы, народы, которые сейчас оккупированы и стремимся к независимости, и, конечно же, думаем о возврате наших земель, это все слышим, для нас это тоже, конечно, нас навевает на некие мысли. Получается, мы, буряты, которые в результате оккупации потеряли свою независимость и тем более потеряли свои еще и территории, значит и мы имеем, тем более у нас есть, получается, законное право свои земли исконные, исторические, вернуть, ну, действительно вернуть, не так, как там Путин, да, все это аннексирует, действительно вернуть, ну ладно, в родную гавань мы не будем говорить, потому что у нас там, в принципе, гаваней никаких нет, и вообще, в принципе, это как мем уже стало, да, родная гавань. Вернуть, короче, одним словом, не знаю, как еще это сказать, какую аналогию там привести. Вернуть свою, в общем-то, государственность. Как-то так. Но это касается, конечно, всех остальных тоже республик. Та же Саха-Якутия, я думаю, они тоже об этом подумают. Тыва, Калмыкия, наверное, ну это они пускай сами обсуждают, там более все это как-то интересно, конечно. Ну, в принципе, значит, наша, ну, как минимум, Иркутская область, понятное дело, Забайкальский край и, ну, практически до Красноярского края. Все это бурятские земли исконные. Каким образом все это реализовывать, это другой вопрос.
Самое главное, что получается сейчас у нас в связи с событиями в мире появляется какой-то, как сказать, э, в общем, смотрите, о чем я хочу сказать. Раньше, когда мы рассуждали об этом, да, теоретически, получается, мы всегда как бы не то что спотыкались, была такая непреодолимая стена в виде международных соглашений и так далее, о незыблемости границ якобы, да, и так далее. Ну и вообще все это как-то сложно казалось. Да, мы, понятно, вот нашу территорию нынешней, как бы нашей Бурятии, мы, понятное дело, ее освобождаем. А вот как двигаться дальше, как быть с отнятыми нашими бурятскими территориями, с Агинским, с Усть-Ордой, мы это как бы не понимали, да, как быть. Но сейчас, когда такие жестокие поползновения идут, не то что поползновения, это получается вообще полностью разрушение. Ну как, представляете, Трамп, когда говорит, вот давайте-ка Канаду, да? Причем, зачем им вообще Канада, я вот не понимаю. Ну ладно, это дело их, американцев, да. Это пусть они сами там разбираются. Главное теперь для нас. Получается, для нас нет никаких теперь барьеров. То есть, и кто нам что теперь скажет, если мы захотим, ну, получается, в том числе силовым способом вернуть нашу исконную землю, и кто нам будет что-то, ну, кроме бывшей России, понятное дело, кто нам что-то будет заявлять вообще? То есть, понимаете, что интересно, сам Путин, сама Россия своей вот этой вот агрессивной войной, она действительно открыла ящик Пандоры, открыла вот это вот, даже не окно, я бы сказал, либо окнище, либо какую-то дверь, как в ангаре есть же, вот где, видели в депо железнодорожном, да, либо вот в самолетах такой, есть же ангары, такие огромные двери, так настежь открывает вот эту дверь, дверище возможностей для нашей как бы освобождения, и не то что освобождения, а возвращения наших исконных земель. Другое дело, что понятно, сейчас у нас пока нет никакой своей, получается, армии вооруженной, но надо понимать, что те люди, которых, в общем-то, сами рашисты отправили на войну, это же наши воины на самом деле. Сами подумайте об этом. Когда-нибудь они все равно вернутся домой, когда-нибудь начнется процесс развала этой недоимперии, и у нас уже, получается, есть подготовленные как минимум штурмовики, да, которых в основном бросали в мясные штурмы. Плюс еще вот недавно показывали это видео, да, Сахата, который с украинцем бился. Я вот, когда это видео посмотрел, все думал, не за ту сторону ты воюешь, надо было за самого себя. Но, конечно, это, как сказать, полная глупость, что Саха бьются, ну, как и все другие народы, бьются за русский мир в Украине, там что-то аннексируют и так далее. Но, возможно, единственный плюс, который из всего этого можно извлечь, ну, хотя, конечно, здесь на самом деле никаких плюсов нет, то, что все народы бьются за русский мир в Украине. Но это получается некая подготовка и возможность народов, которые уже, наверное, потеряли в себе какую-то веру, что ли, в то, что они могут быть свободными, независимыми. Возвращение в этой веры, да, веры, возвращение боевого духа и, конечно же, вера в то, что мы освободимся, получим независимость и вернем наши земли и построим свои новые государства взамен тех, которые мы утеряли, которые были оккупированы, уничтожены.
Поэтому, видите, Россия, она, конечно, удивительная страна в этом плане. Ну, в принципе, это, с одной стороны, закономерно. Все недоимперии когда-то разваливаются. Нет, вернее, все империи, и в том числе и недоимперия, тоже разваливается. И если судить о том, почему она должна была развалиться, ну, просто посмотрите на, даже без войны, просто посмотрите на события, которые сейчас происходят с экологической катастрофой в Черном море. Давайте, смотрите, вот просто голые факты приведу, да, здесь. Разлив нефтепродуктов, мазута в Черном море. Что предпринимает государство? Ни хрена. Пытается всяческими способами замылить эту информацию и, ну, и сделать вид, что ничего не происходит. Тем не менее, некие энтузиасты, которые отрицают наличие войны, тем не менее, волонтеры едут в Анапу своими силами на свои собственные средства, несмотря на то, что местные завышают цены на жилье в несколько раз, приезжают туда за свои собственные средства, пытаются собирать этот мазут. И что делает государство, которому выделили там миллиард, да? Понятно, что этот миллиард сразу же пошел на распил. Государство что делает? Что оно вообще умеет делать государство? Все государственные институты. Ничего, кроме воровства и очковтирательства. Они тот мазут, который в мешках собрали эти несчастные волонтеры, в 21 веке собирает мазут в мешки. Представляете себе уровень деградации России? Ну ладно, они собирают эти мешки на тракторах, отъезжают 5 метров и закапывают в песок. То есть там и так 10 лет как бы уже не будет возможности купаться, то есть у всех будет падать бизнес. Это Анапа, Сочи, Крым нахер никому не нужны будут теперь. Все можно там ставить полный крест. И все это происходит из-за того, что эти земли были оккупированы Россией. Ну ладно. То есть понимаете уровень деградации. Ладно, идем дальше. Затем следующая проблема. Эти несчастные волонтеры чуть ли не падают там от усталости, потому что они днями и ночами отмывают этих несчастных птиц, и в том числе, когда они смывают мазут, они смывают еще и жир, да, который им позволяет птицам держаться на воде. И для того, чтобы этот жир накопился, надо, чтобы прошло где-то 6 месяцев. То есть они должны где-то содержаться, кто-то их должен кормить, рыбой и так далее, да. И волонтеры эти несчастные, бедные, отмывают этих рыб. Тут приезжает государство, забирает их. И понятное дело, что денег у них все уворовано уже давно, весь этот миллиард и все на свете уворовано. Денег никаких нет. Содержать птиц 6 месяцев никто не будет. Кормить их рыбами никто не будет. На все это нужно средства. Конечно, государство это делать не будет. Что они делают? Они сразу же выпускают птиц. Птицы благополучно умирают. То есть весь труд этих несчастных волонтеров, он просто идет прахом. То есть понимаете, какая ситуация абсурдная просто? Государство, по чьей вине произошла вот эта вот экологическая катастрофа, ряд экологических катастроф, вместо того, чтобы попытаться хотя бы избавиться от последствий, которые этому же государству и будут вредить. В течение 10 лет там бюджет не будет пополняться. Туристы не поедут на Черное море отдыхать. Ну как, все равно ездили в эту несчастную Анапу и так далее, хоть она там вся загаженная, но тем не менее. Анапу, Сочи ездили. И очень дорого там. Это государство ничего не может сделать, никак бороться с последствиями. Все делают тяп-ляп, все делают через задницу, да, ну как по-другому. То есть о чем это говорит-то? Это полнейшая деградация вообще государства. Государство давным-давно не может выполнять свои прямые обязанности. То есть оно, во-первых, допустило эту экологическую катастрофу. Эти баржи, которые там танкера перевозили
Им больше 50 лет, их давным-давно должны были списать на самом деле. То есть у них там срок службы 25 лет, им уже больше 50, у них 2 раза превысил срок эксплуатации. Все, они никак не должны были выходить в море, но тем не менее они вышли, благополучно затонули, нефть, там что, нефтепродукты, мазут, все это разлилось в море, допустили экологическую катастрофу и последствия не могут даже разгрести, потому что полнейшая просто деградация вообще всего государства, всех государственных вообще институтов. Что армия, что здравоохранение, что правоохранительные органы, что образование, вообще все просто пошло по одному известному месту. Вообще по полной программе все, ничего нет. Любая экологическая катастрофа, любая инфраструктурная катастрофа, там, трубы лопнут, они ничего не могут сделать. Люди там замерзают месяцами, живут в холодном жилье, там воды нету, не знаю, света нету. Все, просто скоро в этой России просто начнется один сплошной коллапс. На чем она держится, честно говоря, просто на каком-то честном слове. Плюс, смотрите еще, что там с Приднестровьем происходит, да? Украина же перекрыла, получается, транзит газа через свою территорию. Все, Приднестровье тоже замерзло. Сирия освободилась от оккупации, да, получается. Все, Рашку оттуда гонят тоже. Все эти военные базы оттуда гонят. Получается, куда ни ткни, все, везде задница беспросветная. Скоро еще последствия экономического кризиса, далее развал. Все, короче, русскому миру приходит полный просто каюк, на самом деле. Сколько бы они там ни хорохорились, сколько бы они там ни пытались что-то казаться из себя, я не знаю, представлять из себя что-то, но такая вот история. То есть Липсиц-то правильно говорил, надо было страну давным-давно закрыть на капитальный ремонт и заниматься своими внутренними проблемами, но, видите, вот это вот русская авось, да? Но понимаете, в таких вещах, как экологическая катастрофа и инфраструктурные проблемы, грубо говоря, когда у тебя там трубы, вот это ЖКХ не чинят годами, десятилетиями, там на авось просто не проскочишь. Там просто надо тупо все это менять, это механически, да, это, ну, по-другому там просто невозможно. Да, ну ладно, давайте, наверное, к некоторой, может быть, радости, да, но на самом деле это, конечно, большая горе, трагедия, но об этом тоже ради объективности невозможно не упомянуть, что сейчас происходит в США. То есть там мощнейший пожар в Лос-Анджелесе, сгорели дома этого, как Уилла Смита, получается, да, Леди Гаги. То есть творится что-то, что невозможно представить. И как бы это, наверное, от меня не звучало, но тем не менее надо признать этот факт. Все-таки чересчур излишнее навязывание. Ну, хотя я, конечно, с этим согласен, на самом деле, был. Но чересчур вот это вот... Просто я не хотел вмешиваться никогда в их внутренние дела. Излишнее, получается, излишне они прогнулись под вот эту вот всю повестку, да, на самом деле. Но это уже пошло против природы. То есть, получается, я так понял, главный пожарный, там была какая-то женщина, главная пожарная в Лос-Анджелесе, которая все деньги, там, понимаете, тушить нечем, оказывается, воды просто тупо нет. Все деньги, которые должны были пойти на пожарную, как бы сказать, наполнение вот этих водоемов или еще что-то, были истрачены на поддержку бездомным. Но, с одной стороны, это, конечно, как сказать, вроде бы и неплохо. Деньги-то были, их никто там не уворовал, ничего. Просто их потратили в другую тему. И, видимо, еще и на инклюзивность, да. Ну, по крайней мере, такие есть теории. Ну, в общем, США, Лос-Анджелес столкнулись с сильнейшим пожаром, с сильнейшей трагедией, и система пожарной безопасности оказалась не готова к этому. И даже вот
дома звезд сгорели. Представляете, дом Уилла Смита сгорел, там Леди Гаги. Ну, это, конечно, не смешно, но тем не менее, как бы тоже, с одной стороны, возвращает, получается, звезд с неба на землю. Ну, как бы так. Хотя в этом, конечно, ничего на самом деле нету ни веселого, ни еще что-то там. Люди действительно сами своим трудом, потом заработали все это. И, конечно, огромные средства потеряли, непонятно, выплатит ли там страховая компания. Ну ладно, в общем, согласитесь, мы что можем в этой ситуации? Только выразить свои соболезнования, конечно, потому что и люди там, и животные пострадали. Ну и вообще это все, конечно, большая трагедия. Но, наверное, надо просто делать выводы, да, в этой ситуации. В США, то есть, трагедия произошла не потому, что там не работает все это, и потому что деньги там, огромная коррупция, все это своровали, а просто потому что чересчур сильно они подверглись вот этому вот влиянию, которое действительно античеловеческое, как бы против природы уже пошло, вот этой вот инклюзивности, еще чему-то. То есть, ну, того, что, знаете, это просто знаете, как я думаю, это получилось? Когда страна слишком обеспеченная, они пытаются... Но человек устроен так, что он всегда должен бороться с какими-то проблемами своей жизни. А когда у тебя как бы ну, все прямо очень хорошо, ты начинаешь какие-то искусственные проблемы для себя придумывать. Вот и они начали немножко двигаться не туда. Как-то так получилось. Если в Рашке это, понятное дело, уже развал государства идет, то в США это другая, в общем, стезя. Но я надеюсь, в США там сделают выводы и, по крайней мере, вот такие вещи, как элементарные, да, как противопожарная безопасность, они над этим посидят, подумают. Тем более такие люди, звезды пострадали, ё-моё, мировые. Как-то так. Ладно, наверное, почитаем маленько комменты, что ли. Ну и если возвращаться к теме главной нашего сегодняшнего стрима, разговора, то что я могу сказать? Мы вот, еще раз хочу этот тезис повторить, мы постоянно говорили, рассуждали в контексте независимости о том, что наверняка будет сложно именно с юридической точки, да, именно перед государствами, демократическими государствами как-то непонятно будет, да, как мы будем возвращать наши территории. Но теперь, когда Трамп говорит о том, что он хочет, ну, может, шутку, может, еще что-то про эту Гренландию говорит, что вот ее надо как бы забрать, да, то ли выкупить, то ли еще что-то, то ли там устроить как это называется-то, голосование, короче, да, что-то там про Панамский пролив говорит, что-то про Канаду говорит, то нам как бы вообще грех о чем-то, знаете, вот размышлять даже. Нам теперь, получается, только нужны силы, в общем-то, да. То есть, ну а кто, в общем-то, судьи кто, да? Если они сами позволяют себе такие высказывания и как-то не борются с этим, ну что поделаешь. Рашка сама нарушила все договоренности, которые вроде как обещала соблюдать. То есть, как бы сказать, теоретически у нас якобы федерация какая-то. Практически у нас унитарное государство. То есть у нас то, что мы якобы заключили с ними в 90-х годах какие-то федеративные договоры, они по факту не действуют. И что тогда? Получается, мы можем даже не спрашивая на самом деле, так как нарушены наши права, мы можем в одностороннем порядке разорвать все эти договора и все, провозгласить независимость. То есть это все на самом деле проще, чем кажется. Как-то так, ладно, будем читать, наверное, комментарии. Надеюсь, адекватных людей очень много. Шкатулку открыл, будут впереди от границ. Лесоруб пишет. Лесоруб странную позицию занимает.
отписался от меня и написал, что вот я манкурт, типа, против карты Монгола. И почему-то все равно комментарий оставляет, что вот подпишите карту Монгола. То есть вообще непонятная, непонятная ситуация. Зачем тогда, если отписался, обосрал меня, все равно сидеть в комментариях и писать? Ну, как-то надо определиться, наверное, тогда уже. Если уж обосрал, то обосрал. И отписался. Надо проводить бурятское слово. Ну, да. Хотеть не грех, никто его не позволит. Никто, это, собственно говоря, кто вообще? Сама Иркутская область и Забайкальский край, что ли? О ком вы говорите? Рашка уже не в состоянии, ее государственные институты не в состоянии бороться с, с собственными какими-то проблемами. Они не могут инфраструктурные проблемы решить, да, когда там проблема с порванными трубами зимой, с вот этой вот экологической катастрофой. Сейчас просто начнется жесткий, жесточайший экономический кризис. И затем и политический кризис. И как бы все начнет запуститься. О чем вы говорите? Кто это? Никто будет нам не позволять. Другое дело, что у Китая будут тоже, да, территориальные претензии, но не к нам точно, это к Дальнему Востоку, то есть вот эта вот территория, которая дальше идет. Поэтому, ну что, Рашка будет только терять. Ну не то, что терять, это закономерный результат на самом-то деле. Закономерный результат такой вот глупо идиотски устроенной формы управления, когда ничего не делается, никаких инфраструктурных изменений, ничье право не уважается, есть только выкачка ресурсов, использование этих ресурсов и какое-то идиотское скотское отношение и идиотское управление из центра, из Москвы, и все. То есть если вы к людям как к скотам относитесь, то почему вы думаете, что мы когда-нибудь, да, вы нас подавили, но мы что будете думать, вы что думаете, мы будем это терпеть вечно? Это не будет длиться вечно. Наше терпение уже все на исходе на самом деле. То есть мы хотим вернуть свои земли и жить как люди, а не жить в этой оккупации, в этой нищете, в этой безысходности. Это я вам стопроцентно говорю. Народы оккупированные очень сильно устали от вот этого вот идиотизма, от этой беспросветности, от этого вообще идиотского этого русского мира, да. Русский мир я не имею в виду, что это вот мир, где русские живут. Это целая идеология, которую Дугин, как сказать, провозглашает. Чечня тоже хотела отсоединиться. Ну ничего, скоро отсоединится. Салам алейкум. Сабана. Киосаян при смерти лежит, реанимация. Ну да. Он сыграл на российских настроениях белого большинства. Это было до недавнего времени табу. Он как бы возвращает историю вспять до американской революции за независимость. Ну да. Да. Никакой независимости, ты говоришь, ни людей, ни ресурсов, крови прольется немерено. О какой независимости? Ну, о той самой, как говорится. А кто, собственно говоря, я вот не понимаю. Смотрите, это же не начнется только у нас в Бурятии, это начнется по всей территории. Вы что думаете, там Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Саха, они вот мы как будто бы, вот одни буряты вот только захотят выходить. Это вообще-то по всей ныне оккупированной так называемой Российской Федерации, которая не является никакой федерацией, которая на самом деле унитарное государство, которое подавило просто все наши республики, которое отобрало все наши права, все наши свободы, это начнется повсеместно. То есть кто будет нас останавливать, я вот это даже не понимаю. И самое главное, теперь, получается, мировое сообщество, после того, что Трамп провозгласил вот эту вот, как сказать,
отмену, да, так получается, каких-то общепризнанных правил, а Путин ее де-факто произвел, когда начал свои аннексии, да, производить, вторжение. Ну, теперь и некому просто будет каким-то мировым арбитром быть, который скажет, ну, ребята, так не надо делать, да. А кто, собственно говоря, будет все это заявлять-то? Просто э, мы будем просто освобождаться и все, и просто все будут просто смотреть молча на все на это. Ну, получается, что так. Ну, нам это только в плюс, на самом деле. Мне кажется, если власть Путина рухнет, дай бог, у всех народов будет шанс обрести независимость, типа распад СССР 2.0, но есть большой минус, что опять начнутся войны, в частности гражданские войны. Ну, сейчас никакой федеральной армии просто не будет уже. Из кого она будет состоять? Каким образом их будут вообще всех набирать, если по всей территории вот это все пойдет? Собственно говоря, где вообще Россия останется, я не понимаю. Но понятное дело, что в республиках в наших процент определенный русского населения останется, и их там никто, так сказать, чисто физически притеснять не будет. Понятное дело, мы будем восстанавливать нашу государственность, наш язык. И да, у них будут свои некие права и так далее. Но я просто не понимаю, с кем там вообще, как бы сказать, где вообще вот в Чечню вторгалась федеральная армия, да, получается, всей так называемой Российской Федерации. А если самой Российской Федерации не будет, то какие войска вообще туда будут во все республики одновременно будут вторгаться? Я не понимаю, если вот сразу вот это парад суверенитетов, Саха, Калмыкия, Тыва, мы, весь Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чуваши, ну вообще все, короче, одновременно. Коми, все мы захотим выйти. То есть не захотим, это уже все. Я думаю, еще чуть-чуть, и это все начнется. Конечно, другой момент связан с тем, что во власти, возможно, останутся много людей, которые являются на данный момент коллаборантами, то есть они просто перекрасятся. Было бы здорово, конечно, сразу всю эту так называемую элиту сменить, но насколько народы будут в состоянии все это сделать, потому что есть риск того, что этот федеральный центр, как и в ситуации с Совком, решит, ну, давайте типа на время всех распустим, а потом типа заново будем собирать. Но я считаю, что сейчас большая вероятность того, что уже назад никого собирать уже не получится. Ну, в силу того, что уже силы никакой не будет, потому что сама Россия просто развалится. Но, тем не менее, риски всегда остаются, какой-то там повтора, да, всей этой ситуации. Ну, как сейчас. Сейчас же понятно, что это э, откат получается, да. Сейчас Путин что хочет делать? Он хочет Российскую империю вернуть, захватить заново Украину, Казахстан. Ну, то есть вот по его мнению территории, которые они как бы потеряли, да. То есть вот типа их вернуть и все, и типа СССР или там Российская империя, неважно как будет называться, типа все это назад. Беларусь она уже почти, да, можно сказать, практически де-факто она уже оккупирована. Ну, очевидно, что сейчас никакого Киева за 3 дня не получилось, и даже за 3 года не получается. Уже скоро действительно 3 года, как идет война. Даже Вторая мировая, в которой воевал Советский Союз, длилась 4, да, года с лишним. Ну, посмотрим. Ну, я считаю, что Украина в этой войне победит, конечно. И наши народы, они, конечно, воюют вообще не за ту сторону, по сути. Скрепный мазут.
Воруют и хапают, что они еще умеют. Ну да. Там уже говорят, что лечебный мазут. Ну вот, надо вот этого чувака, который миллиард украл, отправить в этот мазут, пускай искупается. Ну, блин, лучше то же самое, но хоть в независимости, если на то пошло. Ну да. Им царя московского сквергать не нужно, им надо стать на своих границах, и ментов кремлевских туда не пускать, и армия путинская туда не пойдет, заняты они в Украине. Что-то немножко ничего не понял. Скрепно-духовный, посланный свыше, дарованный Богом мазут. Ну да. Ты еще чему-то удивляешься, я нет, это кара, получили то, что хотели. Да это никакая не кара, это же просто вообще закономерный результат. Этим судном можно пользоваться, срок эксплуатации всего 25 лет. Они в 2 раза превысили. То есть это, знаете, на самом деле тут еще Бурхан-Хара, как говорится, да? То есть Бог смотрел целых 25 лет, чтобы это все не развалилось. Но, извините, сколько можно вот на вот этом вот авось прорываться-то? 25, в 2 раза превысили срок эксплуатации этих танкеров, и произошло просто закономерный результат. Она утонула, да, как говорит Путин. Вот, они утонули действительно, эти танкера. И все. Понятное дело, что экологическая катастрофа это вполне ожидаемое событие. И таких катастроф, к сожалению, я думаю, будет еще много и инфраструктурных. Ну, то, что все Липсис о чем говорит. В итоге Рашка, прежде чем, видимо, развалиться, в большинстве городов будет представлять из себя жалкое зрелище. Города без света, без воды, без тепла. Ну и страшная, конечно, ситуация будет. Хуже, чем 90-е, я так предполагаю. То есть тенденция, которая есть в нашем городе, к тому, чтобы переезжать в деревянные дома и жить как бы на самообеспечении, пробуривать скважины, отапливать дома печным отоплением. Единственное, конечно, ну и то некоторые люди без света же не могут подключиться, поэтому на генераторах живут. Ну, то есть вот какая-то такая вот автономная жизнь. Видимо, это действительно верный путь, потому что если большинство высоток будут без света, без тепла, то это получается, ну, какая-то холодная какая-то нора будет. Как там выживать, непонятно. Лучше, конечно, ближе к земле. Ну и плюс в условиях экономического кризиса, естественно, лучше жить с каким-то приусадебным участком, чтобы там выращивать картошку. Ну, сами понимаете, короче, таким кормом прорываться, да. Огородом, садом и так далее. Ну, то есть я об этом видео уже записывал, как, на мой взгляд, как выживать в условиях распада Рашки. Ну, в наших-то республиках, понятное дело, в которых целая куча всяких ресурсов, небольшое население и главная близость, особенно у нас близость к таким странам, как Южная Корея и Япония, это очень быстрое формирование адекватного правительства, установление экономических связей с этими странами и сотрудничество, понятно, как сказать, привлечение инвестиций. То есть, чтобы не страдать долго, как мы это в 90-е страдали, да, это надо буквально вообще там, не знаю, очень быстро все это сделать, и чтобы наш народ не страдал, очень быстро начать сотрудничество с этими странами. Для них обеспечить наши страны, ну и вообще установить сотрудничество никакой проблемы нет на самом деле. Они только будут рады такому сотрудничеству. Да это писец, как в чужих государствах беда, так сразу туда и самолет, МЧС и ТП, а в России ЧП, так им пох, волонтеры, только-то деградация точно. Ну, естественно. 90% поддерживают, ничего не поделаешь. Ну, знаете, я вам говорю, все-таки это менталитет крепостного народа, потому что, знаете, вот я все-таки это нашел в комментариях. Там было, в общем, там было видео про испанку, да, про болезнь. Так вот,
Одна женщина написала, она написала, что ей рассказывал дед, что, а, не знаю, она, видимо, сама уже в годах, ну, короче, ей дед рассказывал, что во время Первой мировой войны их барин в селе, ну, может быть, дед, его отец рассказывал. Короче, ладно, не суть важно, ей рассказывал дед, что во время Первой мировой войны, ведь дед почему-то не на войне был, видимо, а в деревне, их барин, который за ними, ну, как бы смотрел, да, получается, ну, владел ими, да, это же крепостные люди, он просто заставил всех крепостных своих выпить по стакану водки и все. То есть, понимаете, вот это вот мышление, что какой-то добрый барин, какой-то добрый царь, а Путин, там, Сталин, позаботится, который вот крепостной сам он не может, он просто ходит там как корова, да, как скот какой-то, он сам за собой не способен смотреть. А вот барин, у которого мозг-то есть, который соображает, который заботится о своих крепостных, он обязательно нальет стакан водочки и даст. И не просто, чтобы, как сказать, ну, типа подпоить, да, крепостного, а для того, чтобы спасти от болезней, получается, понимаете? Ну, вот этот вот, к сожалению, менталитет крепостного никуда не уходит. Потому что, когда комментарии читаешь к вот этой вот ситуации в Черном море, да, многие пишут, достучитесь до Путина, запишите сообщение, да, вот он не знает, его все обманывают. Ну, понимаете, нас... Это видно, что не бот пишет, это реально человек. Насколько можно быть каким кретином, чтобы до сих пор в это все верить? До сих пор записывать видеосообщение Путину. Это вообще... У меня даже, знаете, у меня вообще вот реально никаких слов нету. Я даже не знаю, когда я вот такое читаю, я думаю, как сказать, когда этого человека выпустили из психиатрической лечебницы, из отделения для буйных, да, то есть в какой момент это произошло и сколько люди должны еще эволюционировать, все-таки сейчас это не крепостное право, уже много времени, согласитесь, прошло, все-таки что-то изменилось, но нет, все равно менталитет тот же остается до сих пор, что вот какой вот Путин сидит в Москве, и ему такие плохие, получается, чиновники, эти сволочи не докладывают, а Путин-то болеет за народ, он же за Россиюшку, да, за матушку, за белую березоньку. Он-то не знает, он-то хороший, он же царь, он все, он душой болеет, да, он бы и стакан водки налил, чтобы, ну, как сказать, люди не болели. Он и приедет, и он один это Черное море очистит и спасет, и всех птиц оживит, он прямо как Иисус Христос, короче, да. Ну, это, понимаете, должно просто, я так понял, время пройти, чтобы у людей как-то вот это вот мифическое сознание изменилось. Ну, вроде, с одной стороны, в России же есть физика, да, химия, там, все в школе вроде проходили. Но что становится потом? Или это как, в одно ухо залетает, другое вылетает? То есть, как сказать, люди типа не знают о науках каких-то. Как это вот все сочетается, я не понимаю. Вот это вот крепостное мифическое сознание в Бога, в царя, там, помазанника Божьего, да, там, у которой там сверхъестественной силой обладают, и в то же время изучение вот этих вот наук всех, да, химии, физики, ну, истории в конце концов. Ну как-то это же, должны же люди образовываться, но почему вот это все происходит? Либо, может быть, нам просто врут, что там школы есть в России, но у нас в Бурятии точно школы были. По крайней мере, стрёмненькие, плохонькие, какое-то стрёмное образование. Я не говорю, что у нас там величайшее образование. Рашка нам ни за что бы не позволил. Но, по крайней мере, ну что-то, ну какие-то... Что-то мы, по крайней мере, изучали, да, там в этих школах оккупантских. Ну, может, в России просто этих школ нету. Может, они там живут вот без света, реально, не знаю, там в углу образы, где там вместо там этого э, Путин там где-нибудь, да, и вот они молятся, и все, и верят, что вот он реально приедет, и все там суету наведет, всех птиц спасет, все там устроит, море плюнет туда, и оно само очистится от мазута, от всех этих вот, от загрязнений и так далее. Ну, может быть так, конечно, я вот не знаю. Еще я хотел добавить.
Мне нравится, какую занял жесткую позицию Алиев. Просто я до этого смотрел интервью с Аббасом Галямовым, он что-то говорил, Алиев там выторгую себе или еще что-то. Ну, посмотрим, конечно, как это все пойдет. Но пока Алиев занял жесткую позицию, жесткие заявления делает. Это, конечно, ну, это, конечно, правильно на самом деле. Понятно, что все политики на самом деле, ну, те же актеры, по большому счету, говорят одно, думают другое, а делают вообще третье, да. И вряд ли они как-то могут там самостоятельно действовать, все равно это какой-то... Высказывают они все равно, да, какое-то решение, которое согласованное и так далее. Ну, я не знаю, я на этом как бы Олимпе никогда не был, как там на самом деле. Ну, мое мнение, да, обывательское такое о политике. Но то, что сейчас он такое принципиальную позицию занял, это, конечно, не может не радовать. То есть он все-таки пытается восстановить справедливость. И это очень хорошо. Ну, а что делать в такой ситуации вообще? Сможет ли он действительно привлечь виновных к ответственности, мы пока не знаем. Ну, то есть, согласитесь, для того, чтобы как-то надавить, нужно, наверное, тем более в такую эпоху, использование силы, скорее всего, да. Ну, потому что, а как? Суды не работают. Как вообще привлечь Рашку сейчас к ответственности? Вот они сбили самолет, и что теперь делать? Ну, войска вводить тоже, да, как бы, тоже не вариант, да, с одной стороны, непонятно, кто победит, ну и как бы тоже какой-то повод такой себе, да. А по закону как их привлечь? Ну, конечно, Путин там извинился уже, да, дал заднюю, по сути, но тут тоже непонятно, в общем, для меня вопрос, как-то так. Красава, все четко и по делу. Все прогнило, это государство военизированное ОПГ, идущий в чиновники идет туда за возможность отворовать, и эта схема пронизывает все общество и структуру построения этого образования. Да, все верно. Поэтому, видите, ну, Рашку что ожидает? Э, Тихий, ну не тихий, громкий наоборот, распад, развал, полная деградация, она полным ходом идет, полная деградация. Ну, в общем-то, это, знаете, я вот вообще не понимаю, как это все так долго держалось. Это же еще этот писал, этот, город Глупов-то, как его, Салтыков-Щедрин, он же об этом все писал. И про этого мэра, который с головой из говядины ходил. Все это он писал еще тогда. Сколько там лет? Как это все, вот это вот гнилая баржа, которая должна давно затонуть, как она до сих пор держится, я вообще не понимаю. И по факту, смотрите, даже Вторая мировая война. Посмотрите, сколько потеряла Германия, да, сколько там, 7 миллионов, да, по-моему. И сколько потерял Советский Союз? 20 с лишним миллионов. И кто в итоге победил-то, если уж так взять? Почему Совок столько много потерял? Ну, потому что они так же, как сейчас, понятно, там, да, агрессор действительно Германия была. Ну, хотя они до этого были союзниками. Но они же бросали, вот одна единственная тактика у них. Бросать просто в мясные штурмы все время своих солдат и все. Даже послушайте этого Алексей, по-моему, да, Никулин? Или Николай Никулин? Ну, короче, воспоминания, что в пехоте жил человек там полтора-двое суток максимум. То есть там постоянно просто пополнение присылали, и в пехоте это просто нереально было. Больше всего люди держались в артиллерии. А так вообще выжить, ну если такие потери огромные, то получается там ты должен просто каким-то супервезунчиком быть, чтобы выжить в те времена. Потому что постоянно отправляли мясные штурмы. Такие вот дела. Сажая на дачу овощи, фрукты. Ну, поздравляю. В фильме «Дурак» все показано про нынешнюю власть РФ. Кстати, фильм создан при поддержке Минкульта. Ну, я думаю, знаете, это было всегда. Вот что, при Советском Союзе действительно хорошее что-то строили, что ли? Даже вот эту песню «Пусть всегда будет солнце», и то это, оказывается, еврейская какая-то песня, просто ее взяли, в совке перепели. Ну, понятно, что там все время в совке все воровали, в том числе и песни и так далее.
Просто я не говорю, что русские такие люди, которые типа вот, как сказать, не творческие, не талантливые и так далее. Ну просто ты в условиях, я уже об этом говорил, условиях ГУЛАГа никакую, никакого там у тебя энтузиазма, творчества просто нет. И получается так, что сами ничего придумать не могут. Ну и а что делать? Остается только все воровать, скоммуниздить, как говорится. Животных жалко. Ах, поэтому-то, видите, необходимо. Вот, кстати, я вот помню комментарий читал про Каспийское море. Поэтому необходимо, видите, как-то оградить от России наш Байкал, самое главное. Вот для чего нужно вернуть-то Иркутскую область, на самом деле. Чтобы, как сказать-то вам, ну, Черное море, вот посмотрите, что сейчас. Где сейчас Черное море? Там экологическая катастрофа. Там больше 10 лет нельзя будет не купаться, ничего, сколько они животных там уничтожили. Огромный процент просто взяли, уничтожили дельфинов и всех там. Я просто вот действительно переживаю за нас Байкал. То есть Россию надо просто как-то изолировать, чтобы... Ну, это просто страна, которая, понимаете, она встала на путь самоуничтожения, и в этой, как сказать, мясорубке она может все уничтожить. Но какие-то такие крупные природные наши богатства-то надо сохранить. Ну, я надеюсь, хотя сейчас, конечно, в этой ситуации трудно как-то об этом говорить, как они действительно, мир сможет ли защитить Байкал, это сейчас непонятно, потому что вообще черти что происходит на самом деле. Люди, видимо, вообще перестали головой думать, иначе давно бы остановили этот конфликт в Украине, ну, в смысле эту войну оккупационную. Ну, вот, имеем то, что имеем, как говорится. Женщина ходит в бассейн и считает, что это вообще какое-то достижение. Ну, я поздравляю, что у вас пока еще бассейн есть, но не факт, что он долго будет. Там, наверное, какая-нибудь трещина пойдет. Там, ну, сами понимаете, это Россия. Там, ну, посмотрите, вот что с Черным морем происходит. Вы там на что надеетесь, что у вас там, как сказать, бассейн ваш долго сможет просуществовать? Ну, я не знаю. Не переживаю, у 90% американцев все застраховано. Ну, наверное, да, в Лос-Анджелесе все-таки согласитесь, не бедные люди живут, тем более уж Уилл Смит и Леди Гага, наверное, могут себе позволить новое жилье купить, где захотят. Захотят, наверное, они там же, прямо на том же месте, земля все равно за ними осталась, новые возведут еще лучше, да, строение. Как-то так. Что-то вражки за 100 лет все никак не развалит. Ну, как сказать, в 17 году очень много территорий отошло. В 91 году отошло. О чем вы пишете? За 100 лет как раз-таки очень много территорий уже отошло. Сейчас просто мы близимся к финалу, я считаю, окончательному. То есть, ну, я надеюсь, это произойдет в скорости, хотя бы в ближайшие 3 или там 5 лет, но процесс деградации, он очевидно запущен очень давно. Это даже не Советский Союз, это, ну, это, наверное, если об этом писал еще Салтыков-Щедрин, то процесс где-то либо там зарождался, либо он уже вовсю шел. То есть, понимаете, но... Ну, просто почитайте Салтыкова-Щедрина. Кстати, вот русского писателя, да. Если он об этом писал, о городе Глупове, то согласитесь, такие, как сказать, образования, они же не могут, построенные на полном идиотизме, на коррупции, на неумении управлять, ну, на полном идиотизме, они же не могут держаться. То
То есть, да, какое-то время они держатся, да, непонятно как. Но это не вечно. Ничто не вечно под луной. Поэтому процесс деградации запущен, и процесс освобождения, процесс развала а, тоже он идет, все эти процессы идут. И мы ждем, конечно, этого с нетерпением, когда мы обретем независимость, свободу. Сам когда в США собираешься. Да пока я собираюсь, вдруг тут рашка лопнет, да и все. Какой смысл тогда мне ехать в США вообще? Для чего мне тогда ехать в США, если я поеду домой? Что мне там делать вообще сейчас? Конечно, если, смотрите, пока я тут собираюсь, в Рашке, то есть Рашка развалится, там сами собой откуда-то появятся такие креативные ребята, которые все офигенно сделают, поднимут Бурятию, я там вообще не нужен буду. И, как сказать, и я вот начну всерьез думать, ну как, я постоянно об этом думаю, естественно, э, про развитие себя, своей кинематографической деятельности, то понятно, что США это, как бы сказать, лучшая страна, да, для этого всего. Туда можно поехать, получить образование там в Америке, ну и там двигаться, конечно, вот как-то так. Но пока непонятно, насколько реалистично то, что там сразу как-то само по себе все организуется. Ну, короче, это процесс для меня самого тоже намного дискуссион. Кстати, я вообще что-то сегодня стрим. Ладно, вечером другой, наверное, стрим еще проведу про другую совершенно тему. Я же задумал снимать сериал и хочу на краундфандинговую платформу выйти. Ладно, это вечером, либо просто видео запишу. Трамп именно так и сказал, чтобы и для Рашки было в норме присваивать чужие земли. Так, Елена Северина пишет, Трамп, кстати, собрался Мексику и Канаду присоединять, население коренной Америки сгнобили и все мало. Знаете, ну, вообще-то они не сгнобили, сейчас индейцев еще больше, чем было. И а, России надо вообще подумать о своих. Это, как говорится, знаете, в чужом глазу соринку заметит, а в своем и бревна не замечает. Поэтому вы посмотрите на все наши народы, до чего вы довели. Почему я вообще сижу и вещаю на русском языке, хотя должен на своем родном вещать? Потому что, ну и сам, естественно, я, да, утрачиваю язык. Сейчас и восстанавливаю, пытаюсь восстанавливать. И подавляющее большинство у нас просто не преподается, на самом деле, в должной мере наш язык. Ну, уничтожается, идет, короче, постепенное уничтожение языка, культуры и самого народа уничтожение на этой войне. Поэтому прежде чем что-то писать там про Америку, про еще кого-то, надо посмотреть, в общем-то, на себя, кто вы сами есть для нас, ну и для той же самой Украины. Вы что думаете, вот вы до сих пор реально верите, что вы там боретесь с фашизмом, с нацизмом, да, там, вы сами же в глубине души, если признаться самим себе честно, вы же понимаете, что вы их просто оккупируете. Вы типа вот мы там возвращаем Советский Союз, эту русскую империю. Вы же все по сути-то понимаете. Что прикидываться тем, что вот мы там, вы там типа с фашизмом боретесь. С каким фашизмом? Если вы с фашизмом были союзники, Советский Союз, есть же этот пакт Молотова-Риббентропа, вместе оккупировали, между прочим, Польшу. Потом совок вторгся в Финляндию, там по зубам получил, и все, и Гитлер понял, а какого хера с такими слабаками я буду в союзниках, и сам на совок напал. То есть, ну просто надо правде в глаза смотреть, а не пытаться, как сказать, строить вот
как сказать, проститутка строит из себя девственницу. Вот не надо строить из себя девственниц каких-то. Все прекрасно понимают, что такое Россия вообще. Посмотрите, где сейчас вот такие друзья были с Сирией, да, где сейчас вообще Сирия, где этот, как его, Асад, где газ Приднестровья? Вы скажите мне, где газ Приднестровья? Обещали же такую дружбу, да, а сейчас там люди замерзают просто. Хорошо, хоть там не такой мороз, как в этом, в Сибири. Ну вот, вот это, вот что значит дружить с Россией. Вы послушайте Липсица, он же говорит, ему уже 80 лет. Человек умный, человек, который на своей веку все повидал. Он говорит, я сколько раз наблюдал за тем, как Россия обещает золотые горы ну, кому-либо, да, любой стране, и потом спокойно, как будто бы, знаете, это как, знаете, вот ты с соседом живешь, да, общаешься всю жизнь, да, здорово, здорово, и в один момент он, короче, кинул тебя и даже с тобой не здоровается, как будто тебя и в жизни не видел вообще, не знаю. Тут то же самое, они вообще про Приднестровье тут же забыли вообще. А, Приднестровье, да, и ладно, там, Сирия, ну и хер с ними, пускай сами как-то там разбираются. Вот как-то так. Жди ФСБ, наказание неотвратимо. Ты сам жди ФСБ? Сибирская республика в 18 году была независима. Это был бой не бурята и украинца, это был бой саха вообще-то. Хотя, конечно, это никакой сильной разницы нету в этом. Ну, что я могу сказать? К сожалению, не с тем саха начал бороться вообще. Надо против собственной оккупации бороться, а он поехал, наоборот, оккупировать Украину. То есть, как сказать, не туда ты свою энергию использовал, Саха, вот что я хочу сказать. Надо за свою собственную независимость. Из твоей родины выкапывают все эти алмазы, продают, а там нищее население, на самом деле. Что там, ситуация с языком получше, что ли? Да такое же уничтожение идет культуры всего на свете. Там даже мост несчастный не могут построить, там постоянно леса горят. Короче, пока мы все независимость не обретем, ничего хорошего не будет. Поэтому то, что сейчас происходит, это, конечно, трагедия, по сути. Но единственный, наверное, какой-то плюс из всей этой ситуации, что люди пройдут войну и потом уже за свою собственную независимость будут бороться. Ну вот, наверное, так, что я могу сказать. А какой, вот Елена Северина пишет, какой независимости ты мечтаешь, бурят, ее нет и не бывает в принципе. Ну, понимаете, вот что называется крепостной менталитет. Понимаете, вот когда барин в деревне, ну, типа заботится, да, и своим, как сказать, как коровам, там, овцам, да, там, типа вот водку наливают, ну, понятно, овцам не водку наливают, ну, какие там лекарства дают или еще что-то. Понятно, что вот такие, как вы, люди не верят в то, что есть свобода, независимость, есть какие-то права, свободы, что можно выбирать там правительство, не так, что за вас все там решают, что вам водку дадут, что вот вас типа оберегают от болезни, от испанки, да, и так далее. Но она есть, я вам могу сказать, свобода есть. Просто, ну, рабсию не зря зовут рабсия. В рабсии действительно никогда не было свободы. А мы-то были свободны. У нас не было крепостного права. И во многих других странах тоже есть и свобода, и демократия, и вообще хорошо люди живут. Но вы просто вот видите, в своей голове надо вам изменить вот это вот, то, что вы видите, вы даже пишете, что вот она, смотрите, пишет, капслок нажала, да, вот смотрите, о какой независимости ты мечтаешь, бурят, ее нет и не бывает в принципе. Надо мне даже, я даже, знаете, это сфотою, потому что это вот самый лучший, наверное, вообще комментарий. Один из самых лучших комментариев, который, как бы сказать, характеризует, да, вот этот менталитет крепостного. То есть человек, который с большой буквы даже пишет, ее нет и не бывает в принципе. То есть они не верят в то, что они могут
жить нормально, без вот всяких баринов, сами своей головой думать, избавиться от крепостного менталитета, не записывать видеосообщение Путину, который якобы приедет там и как Иисус там всех будет спасать, и по воде ходить, и очистит там, не знаю, просто силой своей воли там Черное море от мазута, да, там. Ну, как вы видите, он даже, получается, якобы у него вторая армия мира, и он даже... Почему? Посмотрите, если Россия якобы вторая армия мира, значит, Украина-то первая армия мира, да? Раз они не могут захватить, значит, они давно должны были захватить. Значит, Украина первая армия мира. Согласитесь? Если вторая армия мира, если бы Украина была третья армия мира, они бы захватили. Значит, у Украины либо тоже вторая армия мира, либо первая. Ну, получается вот так, да? Раз они не могут захватить Украину. По-другому как-то я не понимаю тогда логики. Какая страна, такие герои, скоро они вернутся домой, посмотрим, какое отношение будет к ним от простого населения. Ну, я как-то одного видел уже. Ну, что он бухает, синий. Ну, много видел. Один там светошумовую гранату там предлагал ребенку взорвать. Ну, там много, конечно, интересных. Сибирская республика рано или поздно становится независимость век спустя. Ну, как сказать, какая Сибирская республика? В Сибири русских никогда не было вообще-то. О чем вы говорите? Какая Сибирская республика, по большому счету? Вот это вот тоже для меня вопрос интересный. Русские боты уже сразу начинают с угроз. Это показатель деградации. Раньше были люди, с которыми можно было вести спор. Какой-никакой диалог. Теперь же уровень олигофрении у них зашкаливает. Ботяры уже бурят во всех грехах обвиняет. Это типичный русский российский трюк. Грузия тоже прогибается под РФ. Ну, посмотрим, насколько это долго. Для меня, кстати, вопрос, я, наверное, по этому поводу видео запишу. Смотрите, Америка спасала Рашку от голодной смерти, буквально от голода. 6 раз, да, за всю историю. Ну, то есть за 100 лет. Сейчас, когда дичайший голод начнется в Рашке, ну, это очевидно, что он начнется. Будет ли, вот напишите в комментариях, пожалуйста, будет ли Америка заново спасать русских людей от голода? То есть, будут ли они отправлять ножки Трампа, допустим, да? Ножки Буша, помните? Отправляли они. Вот еще я помню, знаете, говорили, вот они синющие, что-то или еще что-то. Вам бесплатно отправляют, а карачка, да, вы еще там смотрите на них, вам жрать нечего, они еще там, типа, как сказать, есть же поговорка, дареному коню в зубы не смотрят. Я думаю, что они на самом деле были нормальные. Это просто, понимаете, вот настолько еще какая-то неблагодарность, что ли. Вас от голодной смерти спасает, извините меня, да? А вы еще там, типа, как сказать, строите себе что-то. Сибирь, говорит, предки уходили в 14 веке. Какие предки в Сибири в 14 веке? Не надо сказки тут рассказывать. Что пишет Бурят? Вот где бы ты был, если бы не Рашка, сидел бы в юрте без света, тепла и интернета. Дурак еще пишет. Ну, мы бы были на уровне Южной Кореи, если бы не Рашка, на самом деле. Потому что мы бы сотрудничали с такими странами, как Япония, Южная Корея. Поэтому, видите, оккупация Рашки наших территорий привела нас только к деградации, на самом деле. Ну и постоянный непрекращающийся геноцид. То есть сколько бурят уничтожили русские оккупанты, это вообще... Некоторые народы вообще полностью уже, получается, вырезаны, убиты. Но нас из-за того, что было много, и как-то мы, короче, выдержали вот этот натиск, на самом деле.
Ну и, конечно, раз уж мы смогли это все выдержать, то наш долг теперь освободиться от оккупации и строить свое государство, увеличить численность, строить свою армию, строить военные союзы с Саха, с Тувой и так далее. То есть, если Трамп говорит о том, что он хочет захватить там, что там, Канаду или еще что-то, то наш долг это вообще, это наше, как говорится, святое право, да, бороться за свою независимость и военный союз заключать. На днях одноклассник переехал в маленький домик, флигель сел на обогреватель, а дрова купить не может для большого дома. Ну вот. Так, у меня куда-то комментарии делись или что? Они что, наоборот, вверх стали ползти, что ли? Откуда такая уверенность, что Бурятия была бы на уровне Южной Кореи? Ну так, посмотрите на Северную Корею, да, которая под протекторатом как бы была совка, и на Южную Корею. То есть, посмотрите сейчас на Монголию, да, которая 30 лет независимости. Там она, ну, намного лучше развивается. Просто Бурятия наша на самом деле дыра по сравнению с Монголией. Хотя на самом деле у нас разница в населении была не такая уж и большая, всего в 2 раза. Монголов было 600 тысяч, нас 300. Сейчас монголов спустя 100 лет 3,5 миллиона, нас 300 тысяч также осталось. А почему вопрос? А потому что мы остались под оккупацией Рашки, а монголы 30 лет уже независимо живут. Поэтому они нарастили, и они вообще в такой сильной оккупации не были, как мы. Они нарастили свое население в сколько там раз? В 6-7 раз, да? А мы, получается, на том же уровне остались. Потому что мы в этой Второй мировой участвовали, в Афганистане, куда наших только не отправили, в Чечню, сейчас в Украину отправляют. Все время воевать за русский мир, который нам нахер как бы и не сдался нам, этот русский мир, нам, бурятам и всем остальным народам уж точно не нужен. Поэтому у нас население и не растет. И, конечно, мы были бы совсем другой страной, если бы не русская оккупация. Дай знать, где ты находишься, говорит. Это этот, да? Дай знать, как его там. Есть такой тип. Как же он еще так говорил? Сейчас вспомню. Ну, короче, есть мем такой. Вот это вот знаете, вот сейчас я почитаю, Марина Куки пишет, какая ненависть и говорить смеет о помощи американцев. 100 лет жрали за счет России. Что они 100 лет жрали за счет России? Вы хотя бы почитайте собственную историю, вы хотя бы почитайте письма этого Максима Горького. Это все задокументировано. Когда Рашки России, да, хрен с ним буду называть Россией, жрать было нечего, кто вас спасал-то? Американцы спасали, но почему такой неблагодарный народ-то? Хотя бы в память о ваших предках, спасенных американцами от голода, ну хотя бы к предкам-то надо уважение. Они спасли вот реально, без вот этих вот всех даже, как сказать, как эти машины это были, студебекеры всякие, да, не выиграли бы войну, не получилось бы без вот этого. Ну почему вот не зря говорят, Иван, не помнящий там родства, там, не помнящий свои... Почему ради своих предков хотя бы, которые от голодной смерти умирали, их американцы спасли, ну почему плюете в могилы своих предков-то, я не понимаю. Вот в 90-х годах, ну не было ножек Буша, что ли. Вот этот Горький не писал письмо. Ну почему вот такой неблагодарный это вы люди, я не понимаю. Почему вот ну, не можете признать-то вот это очевидных фактов? Ну почему так себя ведете-то? Из-за этого вы и страдаете, потому что не помните никогда, как сказать, благодарности, что ли, нет, или еще что-то. Вот уперлись просто рогом куда-то, и все. Вот надо вам в Украину вторгаться. Ну вот вы сейчас и пожинаете, и будете пожинать плоды. Вот кто виноват в экологической катастрофе в Черном море? Американцы, что ли, виноваты?
Это они эксплуатировали ваши танкеры, которые сверх нормы. Это вы сами эксплуатировали их больше 25 лет. Там по нормативам 25, еще плюс 25. Ну кто в этом виноват? Вы же сами его загадили. Почему вы не можете эту проблему решить? Почему вы не можете Черное море в конце концов вычистить? Почему вы не можете этих птиц хотя бы спасти? Вот эти несчастные там, да, есть русские волонтеры, едут туда, они спасают. Но почему вы не можете проследить, почему вы не можете деньги выделить на то, чтобы этих птиц хотя бы спасти, 6 месяцев их содержать, чтобы у них там этот жир опять накопился, чтобы они могли на воде держаться? Почему вы не можете какие-то элементарные вещи сделать? Обязательно вам надо, чтобы там Путин все это решил или еще что-то. У вас самих своей головы нету, что ли, памяти, ума нету, в конце концов, все это осознать, понять. Нет, надо сидеть, как малые дети, и сидеть, американцы виноваты, американцы. Это просто дебилизм уже полный, просто кретинизм. У меня просто вот вообще слов нету просто. Почему вот, как можно быть такими кретинами просто? Вот, как можно вот это все верить, в это все какие-то сказки? Это же просто вот элементарно, просто люди должны понимать. Но нет. Страшно, что такие манкурты вот, живут, и я жил в этом обществе с такими манкуртами. Честно говоря, страшно просто. Голод был создан искусственно, да. Если что вообще хорошее сделала Россия за свою историю? Ну, как, есть, наверное, конечно. Надо, опять-таки, надо сейчас засесть за все за это. И надо, чтобы, в общем-то, Россия, русские люди признали вот эти очевидные вещи про Вторую мировую войну. Что действительно они были союзниками с... Надо начать с этого вообще. Ну, не только с этого, со многих вообще вещей. С войны в Чечне, с войны хотя бы в Украине уж начните. Ну, надо самим себе это в конце концов признаться хотя бы, что вы просто хотите ее оккупировать и восстановить российскую, эту русскую империю. Зачем вот это вот врать, что вот мы якобы там, вы якобы хотите там, что там, бороться с фашистами или еще что-то. Ну просто, ну признайте хотя бы это. Потом Вторая мировая. В Афганистан какого хера полезли? Какая там социалистическая помощь или еще что-то? Лия Ахеджакова, она все про какой там 68-й год, она все прекрасно понимала. Многие совки сейчас даже и не хотят это, не верят в то, что они там в Чехословакии вторглись, людей убивали. А Лия Ахеджакова уже это говорила, но вот я даже не знаю, либо этот народ действительно так оболванили, и вот якобы только один Путин там виноват. Но это же было всегда так, согласитесь. Это с каких веков-то идет. Поэтому как-то здесь образумливать, я думаю, уже смысла нет. Нам уж точно проблемы России, нам, бурятам, там, Саха, вообще это нахер не надо. Нам надо просто обрести независимость и двигаться своим путем. И, конечно, свои границы оберегать от попыток оккупации. Вот и все, по большому счету. Хорошие только себе могут, остальные геноцид, голодомор, расстрели и так далее, чтобы остальные стали все меньше и меньше, они стали больше всех. Самый открытый геноцид. Кстати, сейчас, минуточку. Ой, что такое? Верховная Рада. Сейчас. One moment, please. Верховная Рада признала геноцид черкесского народа. То есть нам надо тоже, по идее, обратиться в Верховную Раду, чтобы признали геноцид бурятского народа в
Ну, при оккупации, при, ну, когда буряты, когда в Монголию бежали 100 лет назад от тоже притеснений, получается, уничтожения, от геноцида, потом репрессии последовали. Это же все на самом деле тоже геноцид. То есть мы в этом плане немножко как-то опаздываем, поэтому, конечно, это тоже это надо сделать. Казахский агент. Бесконечная череда репрессий и геноцида. Ну да. Мне как-то комментарии почему-то куда-то пропали вообще. То есть они шли, и какая-то часть исчезла. Чукчи вообще почти исчезли. Ну, чукчи, они же не проиграли оккупацию-то. В этой войне они сколько там? Ну, они капец долго воевали. Почему про них и придумали-то эти анекдоты все про чукчей? Чтобы... Ну, это было немного унизительно, видим. Не то, что немного, видим, конкретно унизительно. Они же не проиграли реально войну-то. Потом уже этот начальник Чукотки даже фильм же был. Да и тувинцы-то они когда вступили в 43-м или 44-м году, они же тоже так и оставались независимыми. Еще знаете, вот сейчас кто-нибудь будет говорить, Тува – это исконно русская земля. Тут 100 лет даже не прошло оккупации Тувы. Думаю, в ближайшее время за такие базары будет статья по факту, вы говорите, нарушение суверенитета Федерации. Смешной человек. Вы чужую землю оккупируете и что-то мне о том, что мы хотим освободиться. У нас вообще есть право на это, которое вообще оно по природе есть, и еще и оно в этих законах мировых, по сути, есть. Праве народов на самоопределение. Мы им можем, мы не то что можем, мы должны им просто воспользоваться. Пока просто нет еще подходящей ситуации. Понятное дело, что нас же удерживают только силой. Никакого там нету на самом деле экономического интереса, чтобы оставаться в оккупации. Только наступит ситуация, как в 90-х годах, когда начнется парад суверенитетов, вот увидите, все будет, в общем, как-то так. Комменты выборочно читаю. Ну, естественно, если я буду читать все комменты, я тут буду стрим сутки вести. Тува сама вошла. У вас все само входит. Вот сейчас, как его там, ДНР, да, оккупировали, Крым оккупировали, и он сам вошел. Ой, смешные люди. Тува исконно российская земля. Вот я же говорю, найдется кто-нибудь и напишет, да. Империя дает стабильность и безопасность всем народу во все времена. Ага. Почему тогда независимая Монголия, да,
население у нее в 3,5 миллиона, а у нас разница была, смотрите, у них 100 лет назад было 600, а у нас было 300. Сейчас у нас также 300 осталось, а у них 3,5 миллиона. Где какая стабильность? Где безопасность? Почему буряты, как только война, так сразу буряты там на передовой. Все, защищать русский мир. Какая стабильность нахрен? Может быть, если бы это была империя Чингисхана, это другое было дело, да? Но точно не до империи вот эта вот Рашка. Ты что, президентом Тувы хочешь быть? Ну, в Туве свои собственный народ, они сами разберутся. Не жалко якутов, живут нищими под РФ, а все алмазы в Москву забирают. Ну, они, я считаю, они-то были, ну, мое такое мнение, что ли, более близки. По крайней мере, они на тот момент более себе выбили плюшек, что ли, как минимум. То есть у них уже шла речь о формировании в 90-х годах собственной армии и так далее. У нас, к сожалению, понимаете, ну я сейчас понимаю, что у нас другой совсем контингент был вот этих вот людей, которые якобы бились за независимость, но походу они ни хера не бились на самом деле. Против оккупации, геноцида сейчас борется Украина. Ну, да, слава Украине. А еще Сирия исконно русская, да, вот Сирия, Приднестровье, все это, да. Польша, да, что там, Эстония. Слава богу, что они отсоединились наконец-то. Рапси, игра кальмара для всех народов. Ты считаешь, что Туву оккупировали? Ну, естественно, какой дурак, вот смотрите. Если бы Германия победила, да, то они бы сказали непременно, что вот русские сами присоединились. Вот смотрите, вот когда Польшу оккупировали, они же не говорили, вот мы ее силой захватили, да? Они же говорили, вот польский народ сам захотел присоединиться. Ну, какие вы просто смешные люди-то вообще. Они сами пришли и попросили о помощи, сказав, спасите нас. Царь ответил, поможем. И тогда он объединил тувинцев, чтобы спасти их от гибели. От кого? От России? Кыргызы достигли 6 миллионов численности, тоже утроив население за период независимости после 90-х годов, также казахи, узбеки. Да, казахи-то прямо вообще конкретно. Я вот с одним парнем казахом общался, у него у брата 4 детей. Представляете, какая-то мощная рождаемость в Казахстане. Конечно, у них своих там проблем тоже хватает. Главная проблема в том, что когда обретали они независимость, к сожалению, много во власти пришло людей, получается, из старой администрации. Ну, вот эти все КГБшники, коммунисты и так далее. Ну и не секрет, что агентов влияния до сих пор много. Конечно, это большое достижение все-таки, что самолет, который разбился на территории Казахстана, все-таки они отправили действительно черные ящики в Бразилию, и вообще они не замяли этот скандал. Но, тем не менее, все равно, конечно, Казахстан в таком опасном тоже положении находится. И там много, я думаю, своих тоже, как бы сказать, диверсантов сидит. Да что там говорить, в Украине до сих пор тоже выявляют же этих всех агентов всяких ФСБ. Поэтому
Поэтому вот такая вот проблема. Изначально приобретение независимости много пролезло всяких диверсантов. Я так понимаю, только в странах Балтии удалось сразу как-то на корню этот вопрос весь решить. Вот как-то так. Почему вас не посадят, говорит. Ну, потому что я в другой стране, наверное, нахожусь. Что думаете, я бы сидел в Рашке, и меня бы не приехали, не забрали, что ли? Скоро сидеть будешь. Это скоро вы будете сидеть без электричества, без воды, в холодных своих халупах. Бурят без языка теряет идентичность. Это раб, желаю вам свободы от оккупантов. Ну да. Я такое еще слышал, по-моему, в странах Балтии. Такое было, что они, что нам надо взять всем на вооружение, что они, ну, у нас же якобы по Конституции а, должно использоваться два языка официально. То есть, смотрите, они использовали свой язык и принципиально в учреждениях и так далее говорили только на своем языке. Получается, мы тоже можем это использовать, ну, как средство к пробуждению идентичности и приближению освобождения, да, то есть, ну, просто на своем языке принципиально в учреждениях говорить и все. Ну, приходит к вам оккупант, допустим, там, или манкурт какой-нибудь, и вы с ним принципиально говорите на родном языке, и все. То есть, ну, по Конституции положено два языка, значит, так будем говорить, и все. А его уже проблемы, как сказать, почему он, живя в нашей республике, приехал сюда с оккупационными целями и язык не хочет учить. Пускай учит наш родной язык, либо к себе домой возвращается. Ну, вот так вот. Ну, видите, у нас такая проблема, что у нас вот этот вот Цыденов, коллаборационист, он сам не знает бурятского языка. Понятно, он коллаборационист, поставленный Москвой человек. Он принципиально не учит, он даже не понимает, зачем это надо. А не зная, не используя язык, он, получается, таким образом унижает бурят на самом деле. И он, мне кажется, он даже это прекрасно знает, и он это специально делает. Типа, а нахер я буду, типа, изучать бурятский язык, типа, нахер мне эти буряты сдались. Вот он так вот, у него такая позиция. Если бы он хотел, он бы, вот сейчас какой, второй срок уже, по-моему, сидит, он бы давно выучил, естественно, и говорил бы. Но это, понимаете, это же тоже позиция получается. И с другой стороны, наша слабость получается. Почему мы его не взяли и давным-давно не напнули как-нибудь? Вот такая вот ситуация. К нам понаехало диверсантов с декабря 2021 года. Они демонстрировались перед Кантаром и вторжением в Украину целыми семьями приехали. Да самое страшное, что они вообще во все страны едут. И в Корею, и в Америку, и куда только не едут. С одной стороны, знаете, вот слабость демократии в том, что они... И сила, и слабость в том, что они не понимают, в общем, вот этих вот людей, которые к ним приезжают, что они это другого менталитета людей. Есть, конечно, адекватные, да, но я считаю себя адекватным от людей, которые со мной общаются. Но есть-то вот эти вот вата приезжают, которые даже подают на дживан, да, и такие типа, я же не против России, я за это, там, как сказать, я уехал, вот они так в комментариях и пишут, от тяжелой жизни, зарплаты низкие, и вот я поэтому приехал. То есть они это считают основанием для политического убежища. Я не удивлюсь, если они даже в анкете, да, пишут это, типа, вот у меня зарплата маленькая была, и я приехал сюда подзаработать. Ну, вот так они, наверное, вот прямо так и пишут в анкетах. Казахстан борется с расизмом.
какое племя Хорни? Хоть маленько бы почитал, что ли, какое-то Хорни. Слава Украине, Алга, Казахстан. Ну и свободу, независимость Бурятии еще я скажу. И всем республикам нашим. Страны Балтии очень хороший пример. Один кореец написал в книге еще в конце 80-х. Продукты не покупаем у тех, кто не говорит на латышском, литовском, эстонском, если человек учил местные языки торговли. Ну да. Слава захисникам Украины. Если бы человек относился адекватно и с пониманием, а у орков столько подгорает. Что пишет, ходили казахи в туалет в дырку? Ну, я считаю, если бы не Рашка, то Казахстан тоже бы на уровне давно жил, как Южная Корея. Ну, посмотрите хотя бы, как в Казахстане развивается. У них вообще вот это вот медиа, представляете, во всем СНГ первое место занимает. Вот эти вот сериалы они там делают, вайны. У них вообще вайны, по-моему, на всей этой СНГ территории первые родились, которые в инсте есть же вот эти короткие видео. Это я точно помню. Еще на тот момент, это какие-то нулевые, по-моему, года были. Они вайны, да, вот эта вот инста-тема, они через, как его, типа как по Bluetooth передавались. То есть еще Инстаграм, по-моему, не было, вот эти вот уже короткие видео были. Я еще думал, ну, херня какая-то. То есть мы их там на жестком диске, по-моему, скачивали, мне казалось, какая-то херня. А потом это вот, ну, неудивительно, что у них так вот Инстаграм там стрельнул или еще что-то. Ну, прям вообще конкретно, короче, на все это постсоветское пространство русскоязычное. То есть вайнеры у них намного раньше появились, чем в Рашке даже. Поэтому, если бы у них не было искусственных ограничений, которые существуют и в Монголии, ну и вообще во многих странах бывшего Советского Союза, угадайте, кто им не дает развиваться-то? Угадайте с одного раза, да? Конечно, Россия. Тут давным-давно бы по-другому бы жили мы все. Но видите, вот ваша глупость какая-то. Вместо того, чтобы вместе развиваться нормально, даже если бы, смотрите, в 90-х годах устроили бы настоящую федерацию, хрен с ним, якобы нам там защиту обеспечивали, но дали бы нам, как в Штатах, возможность нормально самим развиваться, без вот этих вот там вертикали власти, без всего, то есть, чтобы мы изучали сами свой язык, экономику свою развивали, то вот Украина бы сама бы с вами хотела, и Беларусь, и все бы вокруг хотели бы с вами сотрудничать. Не входить, конечно, там, ни в какой там, это, как сказать, в состав, но просто почему вот вообще не жить нормально, как люди? Обязательно надо кого-то захватить, кого-то там, не знаю, как сказать, завоевать, там, уничтожить, каких-то врагов себе найти. Почему просто элементарно невозможно нормально развиваться? Обязательно надо какую-то вертикаль власти, какого-то царька посадить или еще что-то. Почему по-нормальному это нельзя? Вот мы бы развивались, другие развивались, но нет, надо все, как сказать, какой-то гулаг построить, надо всех начать прижимать, всем язык запрещать изучать. Что-то какая-то шизофрения происходит. Почему по-нормальному-то, по-человечески нельзя? Нет, надо обязательно всех какую-то войну устроить, резню устроить, угрожать там, какой-то КГБ возродить. Кому это вообще нахер нужно-то? Вот что, действительно русскому народу нужна вот эта война, что ли, там? Но, блин, вот не могут, вот понимаете, вот это вот все-таки наследие крепостного права, не могут никак нормально, как сказать, прийти в себя уже, все, без царя жить нормально сами по себе, дать уже свободу всем остальным народам. А так, конечно, нормально жили бы, не хуже уж точно, как сказать. Вот за счет чего Корея и Япония на самом-то деле развиваются. Только за счет того, что они дисциплинированные и любят трудиться. Вот и все. У них нет там ни природных ресурсов, ни хрена нет. Да, большое население, но вот у них то, что веками сформирована, это вот дисциплина, уважение старшим, да, тоже есть перегибы некие, но тем не менее, за счет этого они и живут. То, что они любят трудиться, ну как, просто веками такая сформировалась привычка, получается. И дисциплина, и все, в общем-то, и все. То есть они
За счет этого они просто прорываются. Вот и все. Здесь секрет очень простой. Не надо там, как сказать, какой-то особый путь себе придумать или еще что-то. Просто какие-то технологии они там копируют, что-то еще. Ну, вот. Ну и американцы тоже на самом деле трудолюбивая нация. Они много хорошо работают. Apple создали, там, другие какие-то компании. Ну это же глупый, ленивый человек это все не придумает. Вот это же просто, как сказать, какой-то стереотип о тупых американцев. Но почему они тогда первое место и в экономике, и во всем занимают американцы? Из-за того, что они, как сказать, тупые, что ли? Ну явно не из-за этого. Потому что они у себя устроили, ну, по-настоящему, как сказать, какую-то федерацию, конфедерацию, штаты свое законодательство, свои там налоговые и так далее, да, условия. У них потому что есть конкуренция. За счет этого они развиваются. Это же не так, как в Рашке надо всех подавить, вот все свое навязать и так далее. Это просто в голове все вот это сидит, что обязательно должен какой-то царь, какой-то там за всех порешать, вот как этот барин всем водки налить, чтобы, как сказать, вот какой барин молодец, спас от этого. А самим догадаться нельзя, да, что надо, как-то сказать, профилактику там делать. Ну, может быть, просто испанка до той, конкретно той деревни просто не дошла. В Казахстане сепаратистов очень много. Лапти до сих пор в дырку в полу ходит. В Бурятии изучают школу бурятский язык. Ни хрена не изучают на самом деле. Приятно видеть умного представителя бурятского народа. Да много на самом деле. Просто у нас, как и во всей Рашке, во власть поставили, во все такие, как сказать, уровни поставили всех идиотов. И вот они отправляют наших бурятов на войну, получается. А противостоять этому некому. Города России строил не от доброты, а как крепости для усмирения местных, завозили туда русских. Ну, я вот и говорю, что, знаете, вот вместо того, чтобы как-то, как сказать, как в своих книгах любит писать, что вот, типа, ради выгоды якобы буряты там вступили. Ну, вместо того, чтобы действительно вот это делать, да, какую-то выгодную там торговлю, еще что-то. Нет, надо всех завоевать, всех там уничтожить, геноцид устроить, вырезать интеллигенцию, установить полную диктатуру. Ну это же все, понимаете, народ же поддерживает, получается. Если бы народ не поддерживал, да, то никакую войну Путин бы не развязал. Это, ну вот, Зеленский-то он действительно прав, когда говорит, я не уважаю ни Путина, ни русский народ. Ну, а что по-другому-то, как сказать? Если бы русский народ не позволил Путину войну, ее бы не было просто. Что, они стали бы терпеть, что ли, это? Ютуба их лишают, они, да нормально, типа, ой, ну и хер с ним, типа. У меня же тоже есть знакомые русские люди. Ну и, как сказать, просто игнорируют это. Хотя, конечно, они хотели бы пользоваться Ютубом, там, Вайбером, Инстаграмом без VPN. Но не хватает себе, видимо, мужества признаться просто в том, что... Ну, реально не хватает просто мужества себе признаться в том, что они не правы. О том, что что-то надо делать вообще-то в этой стране. Не изучает, Путин запретил. Ну да. Кто казахам все построил, дороги, заводы, воду, электричество. Казахи и построили, кто им построил. Если бы, вот знаете, если бы не совок, то у нас бы не было вот этих всяких бараков, не было геноцида,
в Казахстане не было бы Голодомора и не было бы всяких несчастных хрущевок или еще чего-то. То есть совершенно другая архитектура была бы. Извините, вот ваш сам Эльдар Рязанов, ваш русский режиссер, вот эти все однотипные постройки, просто посмотрите «Иронию судьбы», да, ну вот этот фильм точно все видели. Он же, посмотрите в начале, там как раз идет, это же фильм-то на самом деле с сарказмом, с фигой в кармане, да, как говорится. Там в начале же идет мультик про то, что проектировали все одинаково. Это же сама ситуация абсурдная, что какой-то чувак из Москвы приехал в Питер и попал в хату, где все абсолютно одинаково. Это же просто, как сказать, полный стёб на самом деле, который обернут, ух ты, у меня телефон садится, который обернут в форму какой-то мелодрамы. Ну, на самом деле, сама ситуация просто абсурдная. Вот представьте, я сейчас, допустим, из Сеула поеду в Пусан и попаду в ту же самую хату, воспользуюсь тем же ключом, и все, и там усну, и там все будет одинаково. Да. Но это же просто невозможно себе представить. Ну вот он вот эту вот ситуацию доводит до абсурда и как бы оборачивает ее в какую-то там мелодраму. Но на самом деле сама ситуация это просто издевка просто над режимом, которая проканала и который уже столько лет и любимый фильм стал. Хотя это на самом деле, если так какой-нибудь американец включит, подумать, что за херня вообще, что они там настолько все однотипные, что ли. Яркий пример недоразвития – это Северная Корея. Так, я вообще все не успеваю читать, естественно, все комментарии. Слишком много. Орков нету мужества, поэтому не признают, были бы людьми, давно бы признали. Ну да. Вы хотите гробы в каждый дом малых народов. Мы вообще-то не малый народ. Вы понимаете, что разжигаете межнациональную рознь? Ну, наконец-то человек начал, как сказать, более приближенные вещи говорить. Видите, вот на чем все держится это величие? Только на гробах, на самом деле, на уничтожении. Ну, я считаю, что вообще все наши народы, у нас просто не хватает техники. А так, ну, как видите, вон Саха, который, правда, не против того воевал, но, как сказать, духа-то у него вагон. Ну, вы поняли, да? Который там, как сказать, с этим, с украинцем бился. Ну просто я вот смотрю, думаю, ну вот какого хера ты поперся туда, в Украину, воевать за русский мир? Ну это вообще бред какой-то. Ну что тебе вообще это все даст-то? Ты там действительно, что ли, свою Якутию защищаешь от какого-то вторжения украинцев, что ли? Это просто вообще какая-то немыслимая история. Поехал туда и действительно, он что, верит, что ли, в это все по-настоящему или как? Как это может вообще нам конкретно, нам, Саха угрожать, даже калмыкам как может, они поближе, но все равно, как это все может нам угрожать всем? Это же какой-то просто сюрреализм какой-то на самом деле. Ну ладно, у меня телефон, привет, ты украинец. По внешности, я думаю, прямо очевидно, что украинец. За нахуй идут. На сегодня, наверное, все, потому что у меня телефон садится уже. Может быть, сегодня еще раз выйду в стрим, но, правда, совсем по другой теме. За нахуй идут. Байрла. Комментарий башты, лайки-то ведь ты. Подписка ты. Зену худут. Дахинул затра. Байрте.